Ровно год назад в Коми был создан волонтерский центр партии «Единая Россия». К нему присоединились добровольческие организации республики. Сотни активистов бросились на помощь гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии. Как раз в то время распространение коронавирусной инфекции только-только набирало обороты, и тогда перед волонтерами стояла задача сделать так, чтобы люди, которых коснулась пандемия, понимали, они не одиноки в борьбе с недугом. Евгения Кладкевич продолжит. Апрель 2020-го. Разгар пандемии. В Воркутинские волонтеры доставляют лекарства, продукты и предметы первой необходимости для пожилых людей, которые в условиях самоизоляции остались один на один. Я просто следую зову души. Я считаю, что я не могу оставаться в стороне от этой ситуации. И по этой простой причине я приняла такое решение, что чем смогу, тем буду помогать тем, кто нуждается в это непростое время. А это уже Сыктывкар, июнь. Здесь участники молодежки ОНФ и специалисты социальной службы вручают пенсионерам продуктовые наборы. Такая помощь очень хорошая, конечно. Благодарим вас. Это очень даже здорово. И так по всей республике. Активисты помогали тем, кто оказался в тяжелой ситуации во время пандемии. Местом притяжения для всех добровольческих организаций стал волонтерский центр партии «Единая Россия». При региональном отделении был создан колл-центр, куда стекались все заявки от жителей республики. В день поступало до 40 обращений. За год 7 тысяч. Активисты давали юридические консультации оставшимся без работы, раздавали детям из малоимущих семей технику для дистанционного обучения и помогали с продуктами. Задача волонтерского центра была в том, чтобы понять, кому нужна помощь прежде всего. Второе, скоординировать усилия тех, кто занимается этой помощью, и сделать так, чтобы максимальное число людей, нуждающихся в помощи, эту помощь получили. Безусловно, наверное, в целом по республике мы не смогли охватить всех, мы это понимаем. Но вот именно создать понимание, и четкое представление у людей, что они без помощи не останутся, мы это постарались сделать, и, на мой взгляд, нам это удалось. Отдельное внимание медикам. Им волонтеры привозили горячие обеды, сухпайки, продуктовые наборы к чаю. Бесплатно возили на работу, обеспечивали медучреждения бутилированной водой. А в республиканскую инфекционную больницу доставили более 5000 средств индивидуальной защиты, масок, защитных костюмов и респираторов. Примерно у нас в день уходит около 100 комплектов СИЗов, и требуется каждый день обязательно. Как волонтеры помогали пережить пандемию простым людям, об итогах говорили уже на партийном социальном онлайн-форуме. Добровольцы со всей страны делились опытом и наработками, а также озвучили первые законодательные инициативы, которые должны облегчить жизнь некоторым категориям граждан. Сегодня пандемия отступает уверенными темпами, но волонтерский центр свою работу намерен продолжать дальше и помогать тем, кому она нужна. Евгения Кладкевич, Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.